В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. С 22 по 24 июня в Якутске проходит международный форум «Якутия и провинции Китая. Побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений». В форуме принимают участие 11 делегаций из городов и уездов Китайской Народной Республики, Генерального консульства КНР в городе Хабаровске, международные организации, деловые и научные круги, а также общественные организации. Наш гость в студии Цян Сяоян, генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Хабаровске. Господин Цян, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы немного рассказали о себе. Да. Я работаю генеральным консулом в Китае, в Хабаровске с сентября прошлого года. До этого, конечно, долгое время работал в центральном аппарате МИДа Китая. Долгое время работал в направлении китайско-российских отношений и китайско-центральноазиатских странах тоже отношения в этом направлении тоже работал. Поэтому я могу сказать, и в Москве работал, поэтому я могу сказать, что человек, который в долгое время занимался китайскими и российскими отношениями, и человек, который в долгое время работал над тем, чтобы наши отношения развивались быстро и продуктивно. Но вы все-таки выбрали профессию дипломата. Это нелегкая такая профессия. Почему выбор пал именно на нее? Конечно, профессия дипломата – это не легкая работа, но в то же время очень ответственная работа. Я с детства, конечно же, уже знаю, и какие отношения между Китаем и Советским Союзом было. Конечно же, в наших отношениях были разные времена, но все равно мы хорошо помним, как Советский Союз в свое время оказал Китайской Народной Республике в свое время помощи. И самые тяжелые, трудные времена с первых времен образования Китайской Народной Республики. Поэтому и потом еще мои родители тоже большие любители советской, российской литературы. Поэтому можно сказать, что у меня семейное с детства такое влияние, чтобы я уже начал учиться русскому языку со школы. Поэтому после окончания школы я поступил в Пекинский университет иностранных языков. И по окончании университета я устроился работать в МИДе и стал дипломатом. Таким образом, очень просто. Ну, достаточно, с одной стороны, просто, но с другой не очень просто. Вы упомянули, что после школы начали изучать русский язык. Уже со школы. Уже со школы. Как долго вы его изучали? Почему выбор пал на русский, хотя в целом вы уже немного ответили на этот вопрос? И сколько времени у вас ушло, чтобы вот так хорошо им овладеть? Я бы сказал, что владеть русским языком – это пожизненная задача. И я бы не сказал, что я уже владею им в совершенстве, но хотя уже в течение 40 лет учусь русскому языку. Но, конечно же, русский язык один из самых красивых, самых богатых, в то же время и один из самых тяжелых языков для китайцев. Хотя многим русским друзьям тоже дается китайский язык не тоже так легко, но русский язык все-таки очень тяжело у нас. Но очень интересно, с другой стороны. Действительно очень богатый, очень выразительный такой, точный язык в мире. Нельзя, то есть не зря его называть один из самых красивых языков в мире. И не зря он стал один из 5 рабочих языков ООН. А какие языки вы еще знаете? Я еще знаю, помаленьку, не так уж хорошо, английский язык. Потом еще в свое время еще учился в университете, одном университете центральноазиатских стран, поэтому немножко тоже учился тюркскому языку. Ну, очень мало. Ну, интересный выбор пал на языки. Русский, чуть-чуть тюркского, английского, китайский, соответственно,
большие знания. Но, господин Цян, вы все-таки приехали для участия в международном форуме Якутии и провинции Китая «Побратимские связи» ради укрепления российско-китайских отношений. Как Китайская Народная Республика видит дальнейшее развитие побратимских отношений непосредственно с нашей республикой? Вы знаете, под руководством председателя Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина отношения, китайско-российские отношения, всеобъемлющего партнерства и взаимовыгодного, стратегического взаимосодействия, вступающего в новую эпоху, развивается на высоком уровне. И в ходе мартовского государственного визита председателя Си Цзиньпина в Россию состоялся глубокий обмен мнениями между лидерами двух стран по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между нашими странами, в том числе и сотрудничество между регионами наших стран, включая северо-восточный район Китая и Дальний Восток России. А вот Республика Саха-Якутия занимает особое место в Дальневосточном федеральном округе, который имеет обширную территорию, который богата природными ресурсами и имеет очень хорошее географическое преимущество близости к Китайской Народной Республике, поэтому очень большой потенциал возможностей для дальнейшего сотрудничества. И между вашей республикой Саха-Якутия с китайскими провинциями уже имеется очень прочный фундамент для сотрудничества. Сегодня во время моей встречи с уважаемым Арсением Сергеевичем было упомянуто, что за 2022 год товарооборот между Саха-Якутией с Китаем уже достиг 3 миллиарда американских долларов. Это один из самых ведущих показателей среди субъектов России. Потом ваша республика еще обладает хорошими преимуществами по привлекательности иностранных инвестиций. И по этому показателю Саха-Якутия тоже занимает одну из ведущих позиций среди субъектов России. И между Саха-Якутией и китайскими провинциями уже были установлены хорошие отношения, побратимские отношения и связи. Между собой постоянно проводятся всякие мероприятия и состоялись постоянно взаимные визиты на разных уровнях. На этот раз ваша республика взяла инициативу организовать такое мероприятие чисто для городов, уездов, муниципалитетов, побратимов. Это очень хорошее мероприятие для раскрытия потенциальной возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Это очень своевременное решение и своевременное правильное решение. А поступают ли в Генконсульство запросы от китайских компаний, интересующихся регионами Дальнего Востока? Да, конечно. И вот во время нашей повседневной работы мы часто принимаем всякие делегации на разных уровнях и делегации разных предприятий из Китая. Они же, особенно после пандемии, часто уже стали приезжать. И, конечно же, их желание наладить и развивать сотрудничество с Республикой Саха-Якутия очень быстро нарастает. И, конечно, сейчас, помимо традиционных отраслей сотрудничества, китайские инвесторы, китайские предприниматели уже сейчас стали пытаться найти возможности для сотрудничества уже, скажем, в логистических сферах, в автомобильных сферах, в сфере бытовой техники и продукты питания. В этих сферах тоже имеют большой привлекательность для наших предпринимателей и инвесторов.
Поэтому интерес постоянно растет. И мы этому только приветствуем и рады. А что насчет сферы культуры и образования? Каково ваше видение сотрудничества Китая и Якутии? И, конечно, гуманитарные связи и обмены между китайскими провинциями и Республикой Саха-Якутия тоже являются важным составляющим взаимовыгодного сотрудничества между нами. И сейчас очень уже интенсивно развивается такое сотрудничество, скажем, уже при Северо-Восточном федеральном университете функционирует уже региональный центр российско-китайского сотрудничества в области науки, образования и культуры. И при финансово-экономическом колледже имени Фадеева тоже функционирует ресурсный центр по изучению китайского языка. И во многих школах и колледжах в Якутске сейчас стали очень более интенсивным образом преподавать и китайский язык. Сегодня я только что посетил якутскую арктическую школу, где рассматривается китайский язык уже как один из основных иностранных языков сейчас. Потом между Северо-Восточным федеральным университетом с более 10 китайскими университетами уже были установлены прямые связи сотрудничества. И сейчас более 100 китайских студентов учатся именно в Республике Саха-Якутия. И в прошлом году я еще в виде онлайн-формате еще принял участие в первое состязание по тайчжуан, китайский тайчжуан, в которой приняли участие очень многочисленные любители тайчжуан в Республике Саха-Якутия. Конечно же, очень сейчас бурно развивается такое сотрудничество. И в будущем, конечно же, мы еще будем, конечно, настроены развивать сотрудничество в этих гуманитарных направлениях, чтобы основа дружбы, чувство дружбы между нашими народами со дня в день укрепилось постоянно. А как вы считаете, могут ли якутские фильмы быть интересны китайскому зрителю? Конечно, уважение и понимание разнообразности цивилизации – это же, конечно, является мостом для сближения наших народов. И монография в этом процессе сыграет важную роль. Я знаю, что в Саха-Якутии очень много снимают художественные фильмы, документальные фильмы. И, конечно, очень монографические профили в киноиндустрии в Республике Саха-Якутия очень быстро развивается. И многочисленные фильмы, которые были сняты в Республике Саха-Якутия или были сняты художниками, именно коренными режиссерами, продюсерами Саха-Якутии, очень высококачественные и завоевали всякие награды как в отечественных российском кинофестивале, так и на международном. Поэтому я думаю, что китайские зрители будет очень интересно, им будет очень интересно посмотреть якутские фильмы. Вот, насколько я знаю, очень ряд хороших фильмов, такие как «Черный снег». Вот есть такой фильм, да? Еще вот «Надо мной солнце не садится». Вот есть такой фильм. Достаточно интересный. Я думаю, что в этом направлении тоже у нас огромный потенциал для сотрудничества. Здорово. А как вы считаете, может ли наша республика быть интересной для обычного туриста из Китая? И как вы думаете, как нам привлечь ваших туристов? Я думаю, что, конечно же, Республика Саха-Якутия может быть, конечно, стать очень горячей точкой для привлечения китайских туристов. И тут очень
красивая природа, красивые ландшафты, культурные традиции, и интересные исторические традиции и гостеприимство, и очень доброжелательное и дружеское отношение к китайскому народу, к китайским туристам. Я думаю, что по мере того, как туристический сезон набирает оборот, я думаю, что все больше и больше китайских туристов будет появляться на улицах города Якутска и в других регионах вашей республики. Ну, как бы парадоксально это ни звучало, но вы прекрасно отметили, что, несмотря на наш суровый климат в Якутии, это может стать горячей точкой для ваших туристов. Да. Это хорошие слова. Господин Сян, спасибо вам большое, что пришли, подробно ответили на наши вопросы, рассказали о себе. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Успехов. Спасибо. Но я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.